Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайший час мы будем говорить о самых важных и актуальных событиях, связанных как с оккупированным Крымом, так и с материковой Украиной. Но перед тем, как начать разговор, призываю всех подписаться на наш YouTube-канал телеканала АТР и подписаться на наш Patreon, для того, чтобы поддержать нашу работу для вас. А я представляю нашего гостя. Это Александр Кондратенко, политтехнолог, главный консультант Департамента аналитического сопровождения Офиса главы администрации президента Украины в 2014 и до 2016 года. Приветствую вас. Здравствуйте. Сейчас обсудим несколько заявлений, связанных с ситуацией в оккупированном Крыму. Миссия США и ОБСЕ выступила с заявлением, в котором указала на продолжение милитаризации России оккупированного Крыма, а также на блокирование свободного судоходства в Черном и Азовском морях. Вот давайте послушаем это заявление. Росія продовжує перешкоджати свободі судноплавства у Чорному та Азовському морях в порушення міжнародного права. Цієї весни ми стали свідками найбільшого скупчення російських військ і техніки в окупованому Криму та вздовж кордону Росії з Україною після вторгнення Росії в 2014 році. Росія не надала будь-якої істотної відповіді на законний запит України відповідно до Віденського документу про надання додаткової інформації про цю незвичайну і провокаційну військову діяльність. Росія не надала жодних розумних пояснень своїх дій. Это не одно было заявление миссии США в ОБСЕ. Еще одно заявление касалось также оккупированного полуострова. Там призвали Россию прекратить оккупацию Крыма, а также преследование крымских татар и верующих прихожан православной церкви Украины на полуострове. Давайте послушаем еще одно заявление. Незважаючи на зусилля Росії заблокувати діяльність СММ, а також міжнародних гуманітарних організацій в Криму, ми продовжуємо отримувати інформацію про трагедії в умовах російської окупації в Криму. Ми закликаємо Росію припинити окупацію Криму, припинити переслідування кримських татар, етнічних українців, Православної церкви України та інших представників етнічних і релігійних меншин в Криму, а також звільнити всіх політичних в'язнів українців, які утримуються під вартою. Ну вот эти заявления произошли на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, где у него должна сегодня состояться встреча с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Пока же проходят встречи с представителями правительства, и вот была встреча с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином. Как сообщают на сайте президента, наш глава государства там подписал несколько соглашений, связанных со стратегическим оборонным партнерством, научно-техническому сотрудничеству, безопасности космических полетов, защите информации, а также приграничной безопасности. С министром разговаривали и о ситуации на востоке Украины, и об оккупации Крыма шла речь. Как вы думаете, каких результатов все-таки стоит ждать? Будет ли усиление сотрудничества? Можно ли рассчитывать на увеличение помощи Соединенных Штатов, военной помощи в том числе, после таких встреч? Дело в том, что помощь должна будет быть, но, скорее всего, это будет какая-то часть на откуп, потому что главные ключевые вопросы, связанные со встречами Зеленского с Байденом, они связаны исключительно в энергетической сфере. Я имею в виду Северный поток-2, и как глава государства Украины Владимир Александрович интерпретирует, что это является угрозой национальной безопасности нашей страны по поводу транзита через нашу ГТС. Что касается в оборонной сфере, сложности даже вот переговоров, очень удивительным был тот момент, что именно министр обороны США по каким-то там причинам, я, к сожалению, не знаю, не хотел встречаться с нашим министром Тараном. И вот как бы абсурдная ситуация в том, что сам Зеленский лично завел Тарана на встречу, хотя вот не договаривались. И они, собственно, есть фото, где Зеленский стоит за спиной, и они между собой там подписывают ряд документов. Единственное, что вот этих документов я еще в глаза не видел, насколько это документы декларативного характера, или какие-то меморандумы, или это же конкретные
контракты для наших предприятий. Собственно, было бы очень интересно увидеть, как дальше будут разворачиваться события в оборонной сфере. Если вспомните, у нас был такой вот инцидент с китайцами по поводу Мотор Сичи. И тогда по звонку нашего старшего брата, так называемого США, мы этот момент прикрыли. Собственно, Китай, на нас там судебные тяжбы будут, и они чуть ли не на 3 миллиарда долларов будет иск. И, скорее всего, они этот иск выиграют. Возникает вопрос, кто будет компенсировать эти деньги. И на месте, например, президента Зеленского, если мы уже к этому подходим, то, возвращаясь со Штатов, хотелось бы увидеть, ну, условно, если мы Мотор Сич наши, те, кто работает на предприятии, вы дайте инвестиции, конкретные инвестиции в США, загрузите мощности оттуда, чтобы мы здесь занимались производством, а не у нас там не был непростой или еще что-то в этом роде. Вот. Если же нам дадут там, безоплатную помощь в виде какого-то вооружения, как у нас было с «Джавелинами» в свое время, которые в Западной Украине хранятся на складах, это тоже, как бы, с одной стороны, показывает для Российской Федерации, что Запад от нас не отказывается, и мы будем дальше поддерживать вас. И, собственно, заявление по Крыму, это тоже вот декларативное заявление, я не знаю, уже на протяжении последних там 7 лет, сколько их было. Их было очень много, да, но в результате нету какой-то дорожной карты, которая бы приводила из точки А в точку Б. Если мы определили какие-то стратегические ориентиры, должны быть такие-то тактические шаги. Но если этих шагов нету, то это все просто разговоры в пользу бедных. С нами на связи Александр Левченко, заместитель представителя президента ВРК в 2006-2007 году и надзвычайный полномоченный посол в Республике Хорватия, Боснии и Герцеговине с 11 по 17. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, вітання щирі. А можете ли вы, вот как дипломат, по каким-то признакам проходящего визита в США Владимира Зеленского оценить его результаты, ну, хотя бы косвенно? Можно ли назвать это историей успеха, как об этом говорят в нашем МИДе? Ну, дивіться, це все-таки другий європейський лідер, всього другий, який зараз побуває в овальному кабінеті. Через декілька годин проведе широкомасштабні переговори. Звичайно, це дуже добре, що відбувається зустріч на вищому рівні, де можна підняти питання, обговорити і вирішити, які турбують, перш за все, Україну. В контексті подій в Афганістані у нас відкривається вікно можливостей. Я з певним оптимізмом дивлюсь на те, що Україна може презентувати себе з тим, що ми можемо бути надійним союзником, передбачуваним, з армією, яка готова, так би мовити, боротися і захищати територіальний суверенітет не тільки України, а і межі європейської демократії, яка фактично є всіми сусідями України. Ті ж зустрічі, що пройшли, було згадано, так би мовити, зустріч між міністром оборони, міністром енергетики, зустріч з главою, так би мовити, Світового банку, представлення стратегії розвитку країни на наступні 5-10 років. Ну, свідчить, що, так би мовити, невеликий уже заділ зроблено. І підходимо до самої головної події, вирішальної. Це вечірня сьогодні зустріч двох глав держав. Є певний оптимізм щодо результатів цих зустрічей, але вона має пройти і зафіксувати деякі речі. В будь-якому випадку це візит історичний, в будь-якому випадку він потрібний. Діалог і розвиток відносин з такою країною, як США, дуже необхідний Україні, особливо в час, коли, так би мовити, вирішується доля того, коли ми зробимо нарешті реінтеграцію наших тимчасово окупованих територій. Ну, это мы себя так презентовали. А воспримут ли нас так, как мы себя показываем? Ну, побачимо. За нами уважно слідкують. За нами уважно слідкують, що ми робимо, як ми робимо, які ми робимо кроки, наскільки готова наша армія, наскільки в нас проводяться реформи. Так що нічого страшного. Не є ми тими, хто пасе задніх в самій Європі. Тому рішучість до проведення реформ, готовність, так би мовити, бути союзником нормальним, передбаченим для такої країни, як Сполучені Штати Америки, я думаю, в Вашингтоні це оцінять.
Ну, пока из каких-то конкретных результатов мы можем говорить о подписании меморандума с Эксимбанком на инвестиции в 3 миллиарда, но это ведь только меморандум, да, и о договоренностях инвестиций в строительство Хмельницкой АЭС. Так. Но это вот то, что називається, можна пощупати. Матеріалізовано, так. Да. Ну, побачимо, остальное... що ще проясняться, які проекти і, так би мовити, які домовленості будуть попередні, але вся робота ще буде і попереду. Візит тільки відкриває рамки, він не підводить підсумки, він відкриває рамки на певну середньотермінову перспективу на наступні 2-3 роки. От це його головне завдання. Як піде після реалізації домовленості, наскільки ми будемо, так би мовити, цікавими партнерами, а ми є цікавим партнером і передбаченим партнером. Так що чекаємо цієї зустрічі з нетерпінням 21:00, а вже завтра вже можна підводити сами підсумки визита. Благодарю вас за то, что были с нами на Дякую связи. вам. Спасибо вам. Александр Левченко, заместитель представителя президента ВРК с 6 по 7 год и надзвычайный и полномочный посол в Республике Хорватия, Боснии и Герцеговины с 11 по 17. Вот, Александр, судя по вашей реакции, вы были не совсем согласны, скажем так, с коллегой. Я не то чтобы не согласен был с Александром. Он в целом правильные вещи говорит, но говорит как политик, как человек, который, скажем так, сглаживает углы. Но надо отталкиваться всегда от конкретики какой-то. То, о чем мы начинали с вами диалог, подписание правильных документов. Документы — это конкретные контракты, конкретные деньги. То, что интересует сугубо любого украинца, который проживает на территории Украины. Все, что помимо этого, это все вот эти озабоченности, декларации, меморандумы, это все пыль в целом. Но это показывает отношения. Я согласен с Александром. Мы, как стратегический партнер, всегда в орбите Соединенных Штатов Америки. Но если мы стратегический партнер, вы должны создать такие условия, чтобы мы, как партнеры, с вами взаимодействовали на выгодных условиях. Всегда, в любой, как в бизнесе. То, что сейчас происходит, к сожалению, немножко не вяжется с той концепцией, которая, в целом для нашей страны была бы там правильная, скажем так. Это не только в оборонной сфере, в энергетической или в любой другой. Касаемо поставок оружия, мы это уже проговорили. Касаемо вот энергетической сферы. Мы четко понимаем, что, будучи на этом съезде и встрече Байдена и Зеленского, наша делегация должна была ехать не с какими-то там воображаемыми предложениями или что-то в этом роде, с какой-то конкретной дорожной картой, которую мы, к сожалению, никто не видел, и мы не знаем, с чем ехали. Собственно, после вчерашнего дня, вот когда Владимир Зеленский, такую небольшую, у него была встреча с журналистами, небольшой спич у него был, меня удивило то, что он сам до конца не понимает, чем она закончится. То есть он ее и озвучивал, вот формулировка была такая, а там посмотрим, мол, как пойдет. То есть за месяц до встречи едет делегация в главе с Ермаком и другими политиками, едет договариваться на определенных условиях, о чем вы будете вообще встречаться. Если мы едем с повесткой вступления в НАТО, это в штангу сразу. Если мы едем с повесткой, то, что Северный поток-2 не запустится, это тоже туда уже все. Потому что Северный поток-2 это коммерческая вообще история. И это не только Российская Федерация, это надо исключительно Германии. Поэтому, когда встреча была Зеленского с Меркель, она четко ему дала понять, что как ты хочешь, не хочешь, он запустится. Вопрос транзита давайте будем как-то обсуждать. Если вы хотите какую-то компенсацию, то какую? Зеленский же об этом не говорит. Может быть, Зеленский озвучит компенсацию, которая вообще идет в разрезе с нашими национальными интересами. Поэтому касаемо ГТС вопросов больше, чем ответов. И у Зеленского вопросов больше, чем ответов. В первый же день визита. Я молчу о том, в каком виде, я не знаю, дипломатический этикет существует вообще в Украине. В нашем парламенте, бог с ним, пусть футболка ходит. Но когда вы приезжаете к президенту США и в первый же день даете какую-то мини-пресс-конференцию, грубо говоря, даже для своих СМИ в футболке, это как минимум неуважение. Я так Может, считаю. мир меняется? Окей, пусть он меняется, но в моем понимании, если вы делегация, которая дипломаты и высшие, скажем так, сливки общества, которые показывают, как мы здесь в Украине, то,
мне не очень это понравилось. Но суть остается другая. Зеленский встретится с Байденом в 9 часов вечера. На фоне того, что сейчас, сегодня, пик афганского кризиса, то, что там происходит, встреча Зеленского и вообще вся администрация Байдена, они сейчас заняты этой историей. И когда встретятся Зеленский с Байденом, я не исключаю, что вот та часть, которая официальная, это будут разговоры ради разговоров. Меня больше интересует неофициальная встреча. С кем будут встречаться из нашей делегации, кто с кем, какие министры с кем будут встречаться, и какие документы будут подписаны. Возвращаясь опять к реальности того, что нам необходимо конкретное, вот сегодня тактическое действие, такое. Мы вливаем финансирование вот в это. А не то, что вы будете опять нам рассказывать, у вас коррупция тотальная, а вы должны вот с этим побороть, у вас реформы должны быть судебные и все остальное. Но это логично. Когда у вас в стране, во-первых, военный конфликт, во-вторых, у вас не работает ни одна институция в плане судебной, какой инвестор пойдет туда, если он знает, что завтра поменяется власть, и все опять у нас на круги своя. То есть никто не защищен. Для того, чтобы строить правильное государство, необходимо, чтобы любой инвестор был уверен в том, что если я завожу сюда деньги, допустим, 1,5-3 миллиарда долларов, и знаю, что в течение 50 лет я их верну и приумножу свой капитал, тогда это работает. А не тогда, когда я на волю случая инвестирую. Да любой человек здравомыслящий подумает 1000 раз, стоит ли мне это делать, если в этой стране бесконечная смена власти, и все борются за власть, а никто не думает, как именно, грубо говоря, как развивать дальше то или иное предприятие или ту или иную сферу, связанную, допустим, с той же энергетикой. Потому что Штаты заинтересованы исключительно в наших подземных газовых хранилищах. Они через поляков, а Польша – это сфера влияния Соединенных Штатов, чтобы так не получилось, что наши ГТС уйдет просто. Что такое ГТС? Это труба и хранилище. Мы договариваемся условно с Соединенными Штатами Америки, чтобы они гарантировали нам транзит и тому подобное. Вы поймите, газ идет же с Российской Федерации. Как Штаты могут гарантировать, что завтра Владимир Путин не закроет вентиль? Или окей, по договору, который подписан, он может заплатить, но газ не пустить. Что дальше? Как отопительный сезон будем проходить. Но вы же сами сказали, что США заинтересованы в наших хранилищах, значит, может, у них есть аргументы, как повлиять на Российскую Не исключаю. Федерацию? Это все геополитика, и повлиять на Российскую Федерацию. Знаете, есть в геополитике, грубо говоря, ключевые точки, где происходит борьба Запада с Востоком. То на данный момент это Украина, Сирия, Ливия, и вот сейчас появился еще Афганистан. В Афганистане вообще ситуация очень напряженная, и до того момента, как было озвучено то, что будут выводить войска Соединенных Штатов Америки, я уже тогда себе задал вопрос, если вы планируете выходить, это длительный процесс, это тоже затратная часть, даже вывести просто войска. Вы оставляете там колоссальное количество техники, вооружения на, если не ошибаюсь, на 11 миллиардов долларов. Вопрос, кому это выгодно и кому это надо. Если брать, грубо говоря, что такое Афганистан? Это наркотрафик, это разные исламистские банды формирования, которые на разные вообще истории. Это ИГИЛ и вот все вот в эту штуку. Если мы смотрим на карту мира, то вот есть Афганистан, он граничит с Пакистаном, Узбекистаном, Таджикистаном. Таджикистан граничит с Китаем. Дальше идет Казахстан, и потом идет Российская Федерация. И Российская Федерация и Китай имеют свою сферу и зону влияния, они вливают туда деньги, на самом деле, вот в эти государства. То, что будет в Пакистане волнение, это уже сегодня новость вышла, там, если я не ошибаюсь, тоже или министр обороны, они, как это говорится, вызывают озабоченность, то, что такая история развивается, и она будет развиваться семимильными шагами. Если вы думаете, что талибы остановятся, грубо говоря, на Афганистане, то очень сильно ошибаетесь. Эти люди 20 лет ждали того, чтобы это произошло. И дальше эта история будет только усугубляться. И будет усугубляться в соседних граничащих государствах. Там, где есть сфера влияния РФ и Китая. То есть, если подытожить ваши слова, то американцы специально оставили оружие, чтобы оставить очаг напряжения для России и даже Китая. Не оставить, а воспламенить его там. По логике вещей, если бы я, например, условно, мы представляем себе пятиэтажное здание, да, и мы хотим это пятиэтажное здание разрушить. Мы же не будем с 5-го этажа разбирать. Мы на 1-м этаже подожжем.
Понимаете? И вот эта вот история, которая находится в этот центрально-евразийский регион, который является в какой-то степени ключевым. Противоборствующие стороны, грубо говоря, если мы берем Запад и Восток, то вот сейчас еще одна точка, которая будет горячей точкой. Причем, где в следующий раз бомбанет, а я имею в виду по поводу терроризма конкретного, вот то, что было, какое количество людей погибло. Вы думаете, что разведка и ЦРУ США не прогнозировали то, что это может быть? С кем они, собственно, договариваются, если Талибан во многих странах признан организацией, которая несет за собой всякие экстремистские и разные террористические угрозы. Последние теракты приписывают это ИГИЛ. Да, но Талибан поддерживает ИГИЛ. Тут очень, очень сложно вообще прогнозировать в восточных вот этих вот странах, именно на религиозной почве, очень сложно прогнозировать, как они дальше будут развиваться. Но в данном случае, имея это количество вооружений, я не беру там вертолеты или танки, им это не надо на самом деле. Они же не будут идти войной на какую-то другую страну. Но то количество оружия, которое у них осталось, им просто развязаны руки. С ними теперь будут договариваться, да, там кто-то сразу начинает с талибами договариваться. Но это же не закрывает вот ту брешь, которая реально будет расползаться по всей Центральной Азии, грубо говоря. Но ведь это достаточно рискованный шаг, собственно, для самого Байдена. Он же теперь подвергается критике внутри страны. Да, его рейтинг упал, поддержки американцев нет, даже однопартийцы. Это как бы огромный минус, с одной стороны. С другой стороны, эту историю тоже можно обыграть по-другому. То есть мы выводим войска, и нам уже не надо вливать туда такое колоссальное количество средств, которые налогоплательщики США, собственно, платят, чтобы мы финансировали там свои базы и тому подобное. Поэтому здесь тоже можно обыграть эту историю, но почему-то она не сработала. Минус будет, но я думаю, что осознанно они пошли на этот шаг. Возвращаясь к геополитике, это всегда шахматы. То есть если в какой-то момент там США и Германия говорят: окей, бьем по рукам, Северный поток будет достроен, то в другом месте противоборствующие стороны связываются в какую-то там войну, так называемую. Здесь нету, скажем так, врагов. Всегда есть либо партнеры, либо конкуренты. Вот они на всей этой шахматной доске просто переставляют. И, к сожалению, например, если брать нашу страну, почему, вот, например, к Зеленскому такое отношение, скажем, и той же Меркель, и если вообще глобально взять за 2,5 года, все ключевые наши партнеры, с кем мы должны были бы налаживать только отношения, поссорились абсолютно со всеми. Зеленский поссорился со всеми. Ну, может быть, дело не в Зеленском, а в том, что уже есть понимание долгосрочного конфликта, усталости от него, убытков и бесперспективности. То есть, нет очевидного выхода из этого конфликта. Может, тут дело не в персонале. Дело в том, что сейчас, скорее всего, будут гнуть линию одну и ту же. То, о чем сказала Меркель: давайте имплементируйте Минские, в ваше законодательство. У нас, разумеется, под это голоса можно и найти. И найдут, собственно, если уже вот станет вот так вот ребром. Либо это, либо мы вашу ГТС просто пилим и делайте, что хотите. Но, с другой стороны, если мы от нашей ГТС получали там в районе 3 миллиардов, эти деньги можно найти в других отраслях. Так в том-то и дело. Мы так на этой ГТС клин сошелся, как будто это у нас прям... По одной простой причине. Потому что абсолютно все олигархи, которые появились, скажем так, в Украине, и которые по сей день, они все кормятся с трубы. Это все колоссальные деньги. Причем, что все вот эти реверсы, это все разговоры тоже в пользу бедных. Этого ничего не существует. Газ, с одной стороны, пошел, в другую нету никакого реверса назад. Поэтому сейчас для Зеленского очень сложный период. Либо же он возвращается со Штатов с конкретной дорожной картой, которую ему там прописали, и начинает заниматься непопулярными реформами. Либо же ему просто там говорят: если не ты, то кто-то другой. У тебя и так проблемы с социально-экономическими показателями в стране. Не только с этим. Хочешь очередной Майдан? Он будет. Потому что заряженных на очередную смену власти достаточно много. Крыло Петра Алексеевича, они касаемо формулы Штайнмайера и всей вот этой истории.
там, Юлия Владимировна касаемо тарифов. И если вот так вот всех перебрать, то... И земли. Ну, земельные, да. Там очень много чего. И проблема еще, ну, мне кажется, Зеленского в том, что за это время он не отдает себе отчет, сколько лишнего он уже наговорил касаемо даже самого себя. Чтобы после смены власти, у нас так происходит, поменялся президент, иди сюда, мы тебя сейчас возьмем за одно место, потому что ты вот в этом был неправ. Когда ты был властью, да, мы там помалкивали или просто критиковали. Сейчас ты уже даже не в оппозиции, потому что политического будущего Зеленского в принципе нет. Он, ну, по моему субъективному мнению, он из субъекта, он уже объект. Вот проблема в том, что у нас субъектность страны потерялась до того, что мы стали объектом. Есть глобальные игроки мировые, есть фигуры. А мы, Украина, превратились в поле боя. Ну, зря вы списываете, мне кажется, Зеленского так рано. Дело в том, что не его списываю. Я прекрасно понимаю, что он выполняет свою роль определенную. Будучи актером, он играет роль президента. Он не до конца понимает, что он президент в чем-то. Президента формирует его окружение. Если вы посмотрите окружение Зеленского, это люди далеко не, скажем так, с проевропейским взглядом. Это мягко говоря. И свою аналитику я уже давно проводил. Я просто не озвучиваю там в эфирах публично то, кем для меня является Владимир Зеленский. И откуда, собственно, растут ушки и тому подобное. Но на данном этапе это так. Он является лидером государства. Он встречается на высшем дипломатическом уровне с другими лидерами. Меня, как гражданина страны, интересуют конкретные действия, которые улучшают здесь инвестиционный климат. Не только разговоры там вот в Одессе, если помните, или не в Одессе, был у нас форум «Инвестиционные няни» и все остальное. Хоть копейку видели? Нету этого. Мариуполе. В Мариуполе, да. Нету этого. Это просто вот пшик. Это работа на внутренний электорат. Если я как технолог, это есть здоровый популизм, да, можно высказывать разные точки зрения, но чуть-чуть, скажем так, прибрехав. Но это будет двигаться вот именно в таком направлении. А есть нездоровый, когда, собственно, вся власть Зеленского, они пришли на голом популизме. Президент Зеленский ни разу не встретился ни с кем на дебатах, он ни разу не был нигде. Как же не встретился? Да, это уже на стадионе, это уже финиш. Это уже, ну, как бы, скажем так, правильный был подход. И в истории вот всей их там, политологии это запишут сугубо как медийная кампания, которая сработала. И в следующий раз работает. Больше этого не будет. Почему? Ну, этого не будет. Запрос остался открытым на человека, который условно Голобородько. Но этот человек уже должен быть, скажем так, профессионалом и человеком, который типа условно как Лукашенко. Ну, не как диктатор, да, а как Лукашенко, как человек, который знает, что он делает и как будет поднимать экономику страны. Потому что если экономику сейчас не перезапустить, каким бы ты прекрасным ни был, сколько бы ты ни рассказывал, как все прекрасно в стране, ну, собственно, как делают там спикеры разного рода от Зеленского, слуг народа и тому подобное, что все так замечательно и радужно и празднично. Я вот общаюсь с экономистами, довольно-таки толковые ребят, у нас колоссальные проблемы грядут. Ну, то есть это даже не там пугалки какие-то, это просто конкретные траблы. И если сейчас нам рассказывают, мы Господи, когда это нам 2,7 миллиарда долларов дали по программе с ковидом связаны. МВФ. Никто же не говорит, что эти деньги, это же эти деньги просто пойдут на погашение предыдущих кредитов. Вы их не увидите. Никто их не вольет в завод в какое-то строительство, еще что-то. И мы перед каким-то экономическим для себя глобальными проблемами зато празднуем там 30 лет независимости с таким масштабным парадом. Я окей, согласен. Это необходимо, работает. Это круто, это работает на электорат, супер. Но это не работает для того, чтобы запустить как-то немножко механизмы, которые улучшат ситуацию в стране. А касаемо вливаний, повторюсь, пока здесь не будет прозрачных правил игры, ну почему даже, например, в любой стране, где, скажем так, криминалитет, находясь в тени, управляет государством. Ну, так, если так завуалировано. Потому что даже в криминальном мире существуют правила определенные, за которые нельзя перешагнуть. И ты, будучи в договоренностях с теми или иными группами влияния в стране, можешь инвестировать в нее, зная то, что ты гарантированно вернешь свои деньги. А не то, что Китай договаривается о покупке Мотор Сичи,
А потом Китай говорят: ой, извините, нам тут позвонили, ну, условно позвонили. Кому это понравится? Никому. Потому что сферы влияния опять столкнулись. Запад, нам, ну, Motor Sich. Не, так не работает. Но если вы наш партнер, и вы заявляете везде, что вы наш партнер, то сделайте так, чтобы та же самая Motor Sich расцвела. Мне кажется, все эти аргументы хороши на переговорах с нашими международными партнерами, но если говорить о выборах и о технологиях, то вот как раз запрос на Голобородько с опытом — это и есть Владимир Зеленский уже с пятилетним опытом. Правильно. Если сейчас глобально брать, если Зеленский и его окружение, ну, думающие люди там, я надеюсь, есть, если сейчас он сделает досрочные, президентские, он в любом случае побеждает. Я не беру социологию, потому что у нас, как наука, социология не работает. Я просто знаю, как это все покупается, все эти исследования, как рисуются цифры. Это вопрос вообще не ко мне. Я это знаю, потому что я был внутри этого всего. Но ни, скажем так, топ узнаваемых, ни Юля, ни Петя, ни вот всех, кого не перечисляй, Зеленский их всех побеждает. Если вот досрочно будет. Если это будет на следующую весну, я вас уверяю, расклад будет совсем по-другому. Там и Дима Разумков подрастет очень серьезно. И, партия, понятно, Розум. На самом деле, на сегодняшний день я уже знаю 6 новых политических проектов. Собственно, в которые меня там некоторые из них зовут. Это уже о чем-то говорит. Какие-то новые имена? Имена, может быть, не совсем новые, но наконец-то люди начали думать то, что нельзя брать в команду с плохим бэкграундом людей. Вот есть же опыт «Голоса». «Голос» — это... Вот с хорошим бэкграундом, с хорошими надеждами. Ой, «Голос». С популярным лидером. Проблема какая? Все строится вокруг 1-2 персон. То есть так называемой партии. Никто не строит партию вокруг идеологии. Для того, чтобы даже, вот если мы касаемся опять проблемы оккупированных территорий, нам для того, чтобы это вернуть, кроме там формулы Штайнмайера и всего остального, как вот это будет разворачиваться, нам необходимо поменять идеологию. С какой идеологией мы будем возвращать наших людей? Вот даже в этом случае я расхожусь в мнениях с нашим президентом. Вот если вспомнить до Крымской платформы, он давал пресс-конференцию на острове Змеиный. И он акцентировал внимание на территориях. Вот там прозвучало, по-моему, раз 50 про территорию. Потому что людей возвращать в Крыму не надо, они и так готовы. Да, но он не понимает ключевого. Для того, чтобы перед тем, как начинать возвращать территории, необходима такая информационная кампания, закрыть все телеканалы те, которые там вещают. Там за это время так зомбировали людям мозг, это что... технически произойдет сразу, как только, собственно, случится деоккупация. Дай бог, чтобы она как можно скорее случилась. С нами на связи Александр Краев, эксперт-исследователь Северной Америки и Британских островов. Я приветствую вас, Александр. Да, здравствуйте, добрый вечер. Совсем недавно, перед визитом, мы в этой студии с вами строили прогнозы. Я не буду ловить вас ни на каких словах и оценках, потому что еще не состоялась все-таки встреча. Но вот по вашим ощущениям, оправдались ли ваши прогнозы? Что вы подметили от уже произошедших встреч и договоренностей? Да, действительно, я помню наше с вами прогнозирование. И знаете, пока что, к несчастью, исполняется сценарий минимум. То есть то, что называют в Америке baseline. Мы идем пока что полностью по программе визита. Пока что выполняются только те договоренности и те меморандумы, которые собирались подписать. И в энергетической сфере, и в военной сфере. Скажем, немножко приятным удивлением было подписание меморандума в ядерной сфере, но он не особо меняет, скажем, общую конъюнктуру визита. Поэтому пока что выполняется повестка дня президента Зеленского. Но при этом не полностью выполняется та повестка дня, которую мы с вами называли тогда оптимистической для Украины. Давайте поподробнее. Все-таки что не выполняется? Пока что мы видим, что подписание энергетических договоренностей произошло без упоминания темы Северного потока-2. И пока что эта тема, несмотря на то, что так или иначе она должна была появиться, она пока что не появилась в поле переговорщиков. Это во-первых. Во-вторых, мы пока что видели
в военной сфере, более общие заявления о продлении общих контрактов, о пополнении украинского боезапаса новым американским вооружением, но при этом мы не увидели каких-то сдвигов в плане военного сотрудничества в направлении ПДЧ и вообще в направлении Украины-НАТО. Это всего лишь общие договоренности по направлению Украины-США. Это, конечно, хорошо, но хотелось бы расширения. И остается только то, что все наши надежды по поводу позитивного развития сценария мы должны возлагать на общее заседание лидеров. Но и тут, опять-таки, наш с вами тогдашний прогноз натыкается на одну преграду. Не совсем еще известно, будет ли общая пресс-конференция, общий пресс-брифинг или какой-либо общий... Уже известно, не будет. Уже все-таки нет? Ну, тогда действительно надежд на то, что воплотится позитивный сценарий этой встречи, практически не остается, потому что общий позитивный настрой должен был как раз быть проявлен на общей пресс-конференции двух лидеров. В чем, по вашему мнению, причина, то, что этот визит выполнен по минимуму, а не по максимуму? Как всегда, у поражения множество родителей. В этом случае мы имеем действительно много факторов. Афганистан играет свою негативную роль. Как бы мы того не хотели, но, очевидно, Байден не стал использовать Украину как очень позитивный сценарий для себя и решил не играть с этим информационным кейсом, с внутренним порядке денным. Кроме того, мы видим проблему с тем, что низкая заинтересованность как медиа, так и, скажем, политического истеблишмента к этой встрече. То есть эту встречу уже сводят буквально к рабочим моментам, и в тот же момент пресс-службы Белого дома, пресс-службы Пентагона и пресс-служба Министерства энергетики очень вяло реагируют на то, что мы что-то подписываем, мы что-то делаем с украинцами. Ну и третья такая более массивная причина, как я это вижу, отсутствие инициативы с украинской стороны. То есть мы приехали на визит, ожидая, что нам все подадут и с нами будут сотрудничать априори. Притом при всем, что, кстати, когда мы даже тогда с вами говорили, мы закончили на том, что все будет зависеть от Украины. То есть подаст ли Зеленский и его делегация какие-то предложения? Принесет ли Зеленский какие-то стратегии, с которыми Украина и США будут работать? И пока что ни предложений, ни стратегий, ни какой-то даже базовой инициативы в этом визите мы не видим. А вот презентация стратегии развития Украины, которая произошла вот сегодня в Национальной библиотеке Фреда Смита. План трансформации Украины, он так называется. Это действительно неплохо, но плану недостает некоторых ключевых аспектов. Скажем, действительно то, что это произошло, то, что эта презентация была, это знак хороший, это как бы мы показали, что мы слышим то, что от нас спрашивают американцы, что они хотят стратегии, вот вам, пожалуйста, хоть некая репрезентативность. Чего действительно не хватало, это уровня сотрудничества институций. То есть не было, скажем, отдельной презентации для прокуратуры, для правоохранительных органов по поводу судебной системы, по поводу этой реформы, в которой американцы заинтересованы. Не было отдельной презентации для инвесторов и для борцов с коррупцией по поводу того, как будут работать антикоррупционные органы. Не было отдельной презентации, скажем, для Конгресса, который сейчас на каникулах, и для аппарата Белого дома по поводу прозрачности нашего государственного управления. То есть мы решили все загрузить в один пакет и одним пакетом все это подать американцам. Но это не совсем тот формат, в котором американцы привыкли работать. Действительно классно, что наш президент может отвечать вообще за все повестки дня, за все вопросы, за всю политику. Но как бы хотелось увидеть и то, а как профессионалы в каждом отдельном направлении могут работать с этим. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. Александр Краев, эксперт, исследователь Северной Америки и Британских островов, был с нами на связи со своими оценками, предварительными оценками визита Владимира Зеленского в США. Вы согласны с этим? Вот Саша, я во многом согласен, на самом деле. Он правильные вещи сказал, но просто поспешные выводы, мне кажется, Александр сделал. До встречи говорить о том, что, скажем, после нее не будет вот этих вот, разумеется, каких-то официальных площадок может уже и не быть, но вы же должны понимать, что реальная политика, она всегда строится за закрытой дверью. Мы как партнеры можем без лишних глаз и камер сесть с вами за стаканом воды и переговорить о реальности. Поэтому я бы не делал поспешных выводов, что все прям вот настолько плохо.
мы остаемся в сфере влияния, в зоне влияния США до тех пор, пока есть противоборство Запада с Востоком. И это противоборство, как показывает последние полгода, оно только усиливается. И усиливается по разным направлениям. Если со стороны Российской Федерации, то они по своему договору ДКБ, даже взять тех же белорусов, и, кстати, в Таджикистане та же история, они же в один этот военно-политический договор входят. Они имеют право размещать там на территории союзного государства под разными причинами. Пусть это будет терроризм, контингент своих миротворцев, как хотите, так и называйте. То есть представить себе ситуацию, что вдоль границы нашего соседа Беларуси будут стоять части Российской Федерации, причем абсолютно законно. С другой стороны, есть негласные договоренности тех же британцев и США. Они в свое время, перед тем, как Байден встречался с Путиным, Байден залетел к Джонсону в Британию. Они подписали некое такое соглашение, новая Атлантическая хартия. Такой же документ был подписан в конце Второй мировой войны. Собственно, потом к этому документу присоединились другие государства. И вот с одной стороны у нас получается на одной чаше весов британцы, США и некоторые политические элиты Европейского Союза. С другой стороны это Россия, Китай и, как ни странно, Германия и Франция. И вот эти вот две противоборствующие стороны, мы находимся на вот, расколе, как хотите, так и понимаете. Мы географически так находимся. Вопрос, да. Географически мы можем находиться и в другой части. Но если там встречаются зоны интересов одних и других, там происходит точно так же, как происходит в Украине, или в Сирии, или в Ливии, или в другой горячей точке, где есть незаконченный военный конфликт. А у нас конкретно военный конфликт с Российской Федерацией. Просто никто не говорит о том, что мы объявляем войну России. Потому что мы прекрасно понимаем, что даже имея спустя 7,5 лет гораздо лучше укомплектованную армию и гораздо большую численность войск, мы четко понимаем, что с авиацией Российской Федерации нам сейчас особо тягаться нечего. Потому что если мы объявим войну России, бомбардировщики, я вас уверяю, там до сих пор летают каждый день, и учения проходят не только, когда это в средствах массовой информации, да, может, какие-то большие учения афишируются, но так они каждый день тренируются, поэтому... Кстати, участились случаи катастроф российской авиации. Это было всегда, потому что техника тоже имеет свойство устаревать. Поэтому... это говорит о том, что не очень-то и безусловно, современная. У нас, если так глобально взять, у нас есть хотя бы один полк каких-то стратегических истребителей. Полк, допустим. Такого нету. Да, на параде показали прекрасная авиация у нас есть. Я обеими руками за, чтобы она только развивалась. Просто у нас даже пилотов не учат. Я не знаю, вот если взять сейчас открыть интернет и попробовать найти какую-нибудь программу, по которой можно стать пилотом боевым, скажем так, с пеленок. Не интересовался я этим вопросом, но помните, был случай трагический, упал самолет с курсантами, как раз авиационными курсантами, значит, учат в Харькове, по-моему. Значит, учат, но я повторюсь, для того, чтобы усилить боеспособность государства, это не только армия, это в первую очередь экономика. Это запустить опять... Знаете, в чем цинизм партнерства с нашими западными партнерами? У нас есть там трубопрокатные заводы. Я, к сожалению, не назову четко какое-то предприятие. И американцы повышают пошлину на наши трубы. То есть неконкурентоспособны становятся наши предприятия в Штатах. То есть раньше была торговля. Возникает вопрос, вы партнеры, либо вы нас подставляете? Что это происходит? Я прекрасно понимаю, что в масштабах геополитики мы как сырьевой придаток, они нас видят во всяком случае так. Точно так же нас видит Европейский Союз. Зачем плодить себе конкурентов? Но с другой стороны, если мы, например, производим пшеницу на экспорт, что нам мешает добавочную стоимость делать те же самые макароны и на всю Европу эти макароны отправлять? А не так, что мы отдаем туда пшеницу, а потом польские макароны покупаем. Логики в этом, понимаете, нету. А им это выгодно. Нельзя плодить конкурентов. Мы должны быть постоянно, вы знаете, как корова, которую доят, но которая еще не сдохла. С нами на связи Ярослав Черногор, участник АТО, член правления Совет внешней политики «Украинская призма». Я приветствую вас, Ярослав. Вы меня слышите?
Да, я вас чую хорошо. Ну, мы начали обсуждать безопасность, в том числе и возможность противостояния военного нашего и России. И происходит это все, собственно, во время визита Зеленского в США, где тоже поднимаются вопросы безопасности, сотрудничества с Министерством обороны США. В то же время на Востоке ситуация накаляется. Совсем недавно там произошел массовый обстрел Авдеевки. Огромное количество погибших наших солдат только за последний месяц. И это при объявленном перемирии. Вот по вашему мнению, с чем это обострение связано? Ну, ви правильно сказали стосовно того, що активність бойових дій зросла обстрілів на Сході через наші зовнішньополітичні контакти. Це пов'язано було із візитом Меркель, зараз із візитом Зеленського до Сполучених Штатів. Росія використовує військові дії як один із факторів тиску на міжнародній арені. А не кажется ли что в этом есть некое противоречие? Мы едем на переговоры, договариваться о безопасности, и мы можем это привести как аргумент. Посмотрите, нас обстреливают. Питання в тому, що Росія грає на підвищення ставок, і обстріли показують те, що ми в якійсь мірі не контролюємо ситуацію, а Росія якраз здатна впливати на цю ситуацію. Тобто вона показує своїми діями готовність застосовувати силу, якщо буде сценарій відіграватися не такий, який їм вигідний. А что вы имеете в виду? Какой сценарий может быть? Посилення військових дій, та ж роздача паспортів, яка була на Донбасі, це все фактори впливу на Україну і на її союзників. Эти обстрелы как-то отличаются от того, что там происходило раньше? Что это за виды вооружения? Из чего по нам стреляют? Ну, зараз посилилися обстріли із артилерії і мінометів заборонених калібрів 120 і 122 міліметри. Також те, що відрізняє від раніших обстрілів, які переважно були все-таки стрілецькою зброєю, це комплексне застосування безпілотних літальних апаратів «Орлан» російського виробництва в зв'язку з артилерією і мінометами, що для нас досить неприємно в військовому плані і неприйнятно. Мы не можем противодействовать их беспилотникам? Взагалі, за умовами перемир'я, застосування безпілотних літальних апаратів заборонено. Але так виходить, що ми граємо за певними правилами, а інша сторона ці правила ігнорує. Угу. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Ярослав Черногор, участник АТО и член правления Совет внешней политики «Украинская призма» был с нами на связи. Ну, собственно, касаемо обстрелов. Первое, скорее всего, то, что глобально, да, обстреливают запрещенными Минскими соглашениями ОБСЕ калибром, но, как показывает практика, чаще всего убивают снайперские двойки. Работают снайпера. С другой стороны, то, что сказал Александр... Ярослав. Нельзя поднимать беспилотники. На самом деле и наши беспилотники летают, и их летают. Собственно, вопрос не в беспилотниках. Вопрос в том, что тактически Российская Федерация не дает потухнуть этому конфликту по той причине, что глобально не закончено то, что они планировали еще в 2014 году. Проект «Новороссия» не сработал, но подводя к имплементации формулы Штайнмайера в законодательство украинское,
Как только мы доходим до политической ее части, здесь у нас получается разногласие. Потому что сначала отвод войск и потом выборы на подконтрольных, не на подконтрольных, уже потом подконтрольных территориях. Российская Федерация по-другому это трактует. Такое впечатление, что они были подписаны для того, чтобы никогда не были выполнены. Ну, так, и так многие и признают, вот. что Вот, собственно, к этому это мы просто пришли. остановило горячие фазы. Да, и многие меняют там Петру Алексеевичу, что вот он тогда это сделал, и такой плохой, и все в этом духе. Но на самом деле, когда я работал в ВП, скажем так, занимался в ситуационном центре определенной аналитикой, то на тот момент, да, действительно, у нас было все настолько плохо, насколько даже себе представить никто не может. Я имею в виду с вооружением, почему благодаря, собственно, добробатам и удалось остановить вот этот вот проект этот. То есть Российская Федерация не рассчитывала на то, что у нас такое количество людей просто поднимется и пойдет защищать свою страну. То есть они, это так называемый черный лебедь для них был. И благодаря вот этим вот ребятам, собственно, и помощи в последующие там года вооружения удалось вот в этих границах, которые сейчас мы имеем. Если же Зеленский пойдет на этот непопулярный шаг и захочет все-таки быть последним президентом, который вернет мир, но мир не на условиях Украины, а на условиях страны-агрессора, то из унитарного государства мы в любом случае становимся федеративной республикой. Потому что иметь в составе юго-восток страны в том формате, в котором преподносится это неизбежно повлечет за собой волнения в Западной Украине. Точно такие же, которые нельзя будут... договориться с политическими элитами? Договориться можно всегда. Не будоражить вопрос федерализации, согласиться на такие условия, а потом, когда получив контроль над границей, знаете, политически это все я понял, о чем, к чему вы клоните, Роман. И, в принципе, на такую хитрость можно было бы пойти. Вопрос остается открытым, у нас еще оккупированный Крым. И проблема в том, что, мне кажется, это там глобальная проблема. Мы разделяем наши оккупированные территории. Юго-восток страны, Луганская, Донецкая область неподконтрольная, и Крым отдельно. В Конституции Украины Крым у нас прописан как автономная республика. То есть мы в Конституцию открываем и смотрим автономная республика. Вот я поддерживаю мнение, это одна из версий, которые, может быть, были бы правильны, по моей точке зрения, это неплохой ход. Мы оккупированные территории присоединяем, даем такой же юридический статус, как и Крыму. То есть, грубо говоря, Крым и юго-восток страны – это одно целое. В Конституции даже ничего не надо будет менять. И в случае, если мы возвращаемся опять к выборам, да, вот проводим выборы и возвращаем оккупированные территории в состав Украины, то тогда автоматически Крым должен вернуться. Если мы вот на юридическом уровне это сделаем. Но почему не дают ход вот этой истории, я не знаю. Кстати, Александр Антонюк, он давно уже, наверное, года полтора пытается продвигать эту историю, но она почему-то где-то буксует. Хотя логика в этом есть, определенная логика есть, и если с правильными юристами этот документ вот такого рода подготовить, это не составит труда, во-первых. Тогда немножко подгорит у товарищей из РФ касаемо Крыма. Будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация. Единственное, что не хотелось бы, чтобы политический сезон новый, осенний, превратился в какой-то политический пожар. Потому что предпосылок достаточно много для того, чтобы дестабилизировать ситуацию именно в центре Киева. Я имею в виду, выводя людей на улицы, которые не согласны с политикой, которую ведет Владимир Зеленский и его окружение. И повторюсь, когда человек начинает открывать холодильник и понимать, что там намного хуже стало, он начинает задумываться о тех лозунгах и тех словах, которые звучат с экранов ТВ, и, собственно, не сильно им начинает доверять. А если мы касаем, вот сегодня, если не ошибаюсь, вот прямо сейчас там какие-то новая социология вышла от кого-то, то по реальной вот информации у Зеленского уже давным-давно даже не 20% поддержки. Давным-давно. Это можно, будучи при власти, нарисовать можно что угодно. В любом случае можно манипулировать цифрами, да, как и оппозиционными, так и провластными, поэтому
Ну, посмотрим, осень тоже началась. Да, вот Пока на сегодня... улицах никого нет. Сегодня, слава богу, 1 сентября, все повели детей в школу. Чем я, собственно, всех и поздравляю, у кого есть дети. Спасибо. На этом наш эфир подошел к концу. Я благодарю вас за то, что пришли к нам в студию. Сейчас будет небольшой перерыв, после которого в эфире будет работать Гульсум Халилова. Я, пока она готовится, напоминаю вам, что вы можете всегда подписаться на наш YouTube-канал и на наш Patreon, чтобы поддержать нашу работу для вас. Спасибо, что з нами. Відтепер телеканал АТР є на Patreon. Patreon – інтернет-платформа, що надає незалежним проектам можливість прямої фінансової підтримки від небайдужих людей за системи підписок. Стати частиною великої родини АТР дуже просто. Крок перший – зайти на сайт patreon.com. Крок другий – у пошукове вікно ввести телеканал АТР. Крок третій – обрати рівень членства. Їх 6. Перший рівень – наречений-наречена – $5 щомісячно. Другий рівень – дядько-тітка. Третій рівень – брат. Четвертий рівень – батьки. П'ятий рівень – бабуся-дідусь. Шостий рівень – ата-предок – $200 щомісячно. Крок четвертий – авторизуватись. Крок п'ятий – переказати кошти. Просимо кожного з вас, де б ви не проживали, чим би ви не займались, долучитися до спільної справи і стати частиною великої родини АТР. Підтримайте нашу спільну боротьбу за повернення Криму.